Добрый день, дорогие друзья. Земляк Павел Николаевич, конечно, в первую очередь, и дорогие хангаласы, дорогие потомки государевых ямщиков, дорогой Афанасий Семенович. В общем, я вас всех рада еще раз увидеть здесь, в этом историческом зале, где как раз самое место провести презентацию вот такой мощной эпопеи, которую создал Павел Николаевич Харитонов. В общем, мы тут с Любовью Семеновной подсчитали, да, какого же объема перевод мы с ней сделали, и оказалось, в книжном виде это у нас выразилось 1500 страниц. 1500 книжных страниц занимает эти 4 тома. По-моему, наверное, вот, единственное, что в свое время перевел «Войну и мир» Аммат Чигирья с русского языка на якутский язык. Вот, возможно, с этим можно как-то вот чисто в объеме только сравнивать. Конечно, мы не говорим, что мы равны Николаю Гурьеву, Попову Николаю Гурьевичу орденом, но тем не менее вот в количественном выражении это так. В принципе, наверное, это как-то похоже. Но сегодня мы подводим итог огромной, большой работе. Если сам Павел Николаевич в предисловии к 4-му тому говорит, что он начал работу над этим большим полотном историческим в 1987 году, и то, получается, вот точку мы в этом году, то есть в прошлом году, в 2022 году мы поставили, надеюсь, что эта книга выйдет к столетию. Издательство нас немножко подвело, но тем не менее, вот, в принципе, вот видите, какой срок этот труд в целом вместе с созданием и переводом он занял, получается, более 35 лет, около 35 лет, что ли, получается, целую жизнь отдал Павел Николаевич, вот мы с Любовью Семеновной. Что мы тут видим? Вначале я хочу вкратце сказать вот такую вещь, парадоксальную, наверное. Какая вам пришла? В общем, обыватель, простой человек, он думает о том, что история это вот где-то далеко. Это вот далеко от нас, мы от нее отстранены, что история сама по себе вот какая-то вот такая планетарная сущность, но она нас совершенно не затрагивает. Это не так. Вот даже есть присказка, что если ты, в общем-то, не то что присказка, это было в дневниках у Семена Данилова, он цитировал дагестанского мудреца, и там сказано, что если человек выстрелит в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в него из пушки. Это говорит о том, что все в этой жизни циклично. Все, что происходило когда-то, оно так или иначе неминуемо каким-то вот таким закольцованным, каким-то вот кольцом вернется, рикошетом как-то вот по нас ударит. Если мы не будем помнить о том, что было, и мы не будем помнить о людях, которые жили до нас, это все как бы обязательно коснется нас. Лично для меня события прошлых лет, даже если взять просто даже события гражданской войны, допустим, я человек 20-го, второй половины 20 века и начала 21 века, подумать только, какое отношение ко мне имеет эта история давно минувшая, эти события гражданской войны, а вот имеет, оказывается, родственники, ближайшие родственники моего отца, его
родной дядя, получается, брат его отца. Он был красным партизаном, и он сражался в основных всех сражениях гражданской войны. Также папин тоже двоюродный, получается, брат, ну, один из старших, но вот Петр Леонтьевич Шапошников такой был, тоже второй Петр. Этот Петр Леонтьевич был ординарцем Строда. Он мальчиком, 15-летним, в общем, убежал на войну. И у нас в семье есть фотографии этого мальчика, который одет в точности как Строд и стоит вместе со Стродом. И масса вот таких фотографий, то, где он у пулемета, где он с наганом там как будто куда-то целится. И вот этот мальчик Петя Шапошников, он, в общем-то, стал первым милиционером, потом впоследствии он был убит, потому что он имел, соответственно, врагов, классовых врагов за дела, которые он, в общем-то, в ходе этой истории совершил. Вот. И, кроме того, была у нас семья. На самом деле, родная фамилия моего отца была бы, в общем-то, не Шапошников, а по воле случая он так случилось, что его предки поменяли свою родовую фамилию, так получилось. И, в общем-то, это известная очень семья была, и вот в хамустарском наследии они в основном проживают. Азаровы, семья Азаровых, мой папа на самом деле мог бы быть Азаровым, если бы не вот одна женитьба его предка, оставшийся сиротой парень Азаров женился на девушке Шапошниковой. И девушку ему дали в жены с условием, что он меняет свою фамилию. Вот. И эти Азаровы, в общем, один Азаров был членом вот этого Виану, и в общем, такие люди были. И сестра вот этого Азарова, она вышла замуж еще вдобавок вначале вышла замуж за брата офицера Семенова, который участвовал в этой битве при Никольцах. А деревня Никольцы это вообще недалеко от деревни, в которой родились и выросли мои родители. И мой прадед, он слышал, как идет там эта битва, и он потом ездил туда посмотреть, потому что это же было день Исеха практически. Да, 21-22 июня 22 года, и, в общем-то, и люди, слух прошел, что там произошла страшная битва, и там валяются убитые лошади, а вот это уже вот время Исеха, и бескормица, мяса нет, и народ туда поехал разбирать этих убитых коней, и, кто успел, тот взял, но мой прадед, он туда приехал, он, конечно, видел, что есть еще вот эти битые лошади, подстреленные, но он не смог, потому что эти лошади остались, которые лежали под людьми, под трупами людей. В общем, одни кони, люди смешались, вот как в известном стихотворении Лермонтова, кажется, да, Бородино. В общем, он не смог отодвинуть, стащить людей с трупов лошадей. Ему просто было очень противно, страшно, жутко, и он ни с чем вернулся домой, сказал жене: я не смог мясо добыть. Вот такая вот история. Так история коснулась жизни моих предков. Поэтому вот мы знаем, эта история, она не вершится где-то там. Вот сейчас тоже отзвуки, виток определенной этой истории происходит, и тоже идет где-то такая кровавая история. Вот, и мы не можем сказать, что вот это вот все нас не касается. Это очень даже всех нас касается. Теперь мы поговорим, я хочу поговорить как литературовед, как человек, работающий в институте, о самой эпопее, созданной Павлом Николаевичем. Какой-то у меня доклад, получается.
Дело в том, что его замысел был показать не просто вот эти события истории, да, которые имели место вот на сломе веков, на сломе эпох, он просто хотел показать, как жили тогда обычные люди, ямщики, якуты, как они между собой дружили, как они женились друг на дружке, как у них рождались дети, какие у них теплые отношения были. Вот. И среди этих людей есть очень много, видимо, реальных людей. Моим любимым персонажем, например, вот в первых томах является, ну даже не первых, вообще через всю книгу этот человек прошел, это Иннокентий Козлов, ямщик, простой очень человек, который, в общем, в конечном итоге вот, дожил до того, что он был в числе ямщиков, которые везли отряд Каландрашвили, и они попали вот в эту засаду у деревни Тюртюр. Вот, и вот эта эпопея, это отдельная, внутри этой эпопеи есть отдельная эпопея семьи Козловых, например. Вот, кем стали их дети и так далее, вот, как они принимали участие в этих событиях, это тоже отдельная тема. Кроме того, конечно, там есть и другие люди. Есть Вологнины, которые в самом начале этого романа приезжают в Якутию. Вот. И потом есть семья Корниловых, Алёхинских. Есть Наумовы, вот целая тоже эпопея, отдельная эпопея развивается о семье Наумовых. В этой книге староста, Веснярский староста, кажется, Алексей Наумов и после Охонос Наумов, и еще там у него детей-то много. И отдельно хочется сказать и о женских образах женщин здесь в этом романе очень много, они все разные. Например, вот жены Наумова, также Козлова, также дочери и жена Василия Никифоровича Ксенофонтова, тоже там целая семья показана, в том числе, конечно, и крови сыновей, знаменитых великих сыновей этой семьи, Гаврила и Павла Ксенофонтов, есть сестры Ксенофонтовы, тоже, видите, это особенные очень женщины были. И есть очень такие трогательные, приятные, интересные образы детей в этом романе. В общем, это такая теплая очень картина. Это надо быть таким писателем, как Павел Николаевич, чтобы вот этих людей как-то вот показать, отразить в своем произведении, можно сказать, даже оживить. Это ведь дорогого стоит. И всякий человек, например, наверное, имеет большую какую-то свою семейную историю, кем-то вот в дневниках, может быть, описанную и так далее. А бывает так, что просто вообще даже фотографий нет у людей в семейных альбомах. И тут, пожалуйста, вот такие картины, какими были эти дети, как они, например, купались, как они между собой общались. Там, в общем-то, они ведь не особенно делились на какие-то сословия, там, в одной куче, в одном таком детском каком-то вот сообществе могли крутиться дети ямщиков, якутских крестьян, еврейских купцов, например. Да, это вот они никак не могли делиться ни по религии, ни по каким-то вот своим обычаям или сословным каким-то признакам. Это были, в общем, просто дети. И
Вот что я хотела вам сказать. Эту книгу стоит прочитать, и, наверное, из этой книги, наверное, стоит извлечь тоже определенные уроки, уроки совместного бытия. Вот какова бы ни была история, как бы она нас не касалась, может быть, даже и ранила, или там била нас как-то вот своими поворотами жесткими. Мы, в общем-то, должны оставаться людьми и, в общем-то, смотреть друг на друга как на родных людей. Потому что так или иначе, я вот 100% даю вот такое вот. Многие ведь люди из кланов, которые тогда из каких-то вот этих классов противостояли, в конце концов могли их дети, правнуки породниться, да, стать там родными, близкими людьми, стать какими-то вынуждены, история вот вынудила их примириться. Поэтому нам не нужно обострять какие-то моменты, которые вот время от времени возникают. Это все проходит, это все пройдет, и потом можно будет сказать, да, мы этот этап тоже достойно прожили. А отдельное слово я хочу сказать об Анатолии Анатольевиче Добрянцеве. Сейчас вот тут сидит его супруга, дети, и я хочу сказать, что он, конечно, стоически, очень так верно нам помогал эту книгу переводить, и хочется поклониться его памяти, потому что без него наверняка, мы все равно бы, наверное, сделали, но все пошло бы как-то вот более медленно, что ли. Но глядя вот в его лучезарные, вот эти голубые глаза, глядя на его вот это вот милейшее, вот добрейшее лицо, сияющее добротой, как-то вот не хотелось как-то вот подводить его, мы подгоняли себя, старались успеть, вот как-то вот все сделать побыстрее. В общем, светлая память Анатолию Анатольевичу. Мы с Любовью Семеновной очень его уважаем, любим. И вот на этой ноте еще хочется, конечно, поблагодарить и Афанасия Семеновича, который перехватил вот эту вот эстафету помощи по созданию перевода, русского перевода этой книги, и Олега Гаврилевича, потому что это так, вот 1500 страниц перевода, это не просто нам удалось. В общем, мы постарались успеть к столетию нашей республики. Спасибо.